Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире сегодня работаю я, Полина Долинская. И сегодня понедельник, 18 июля. В нашем эфире вы узнаете: 10 дней осталось до старта 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Узнаем, как идет последнее приготовление и как Владивосток готовится ко встрече со спортсменами. Какой он идеальный отпуск? Некоторые планируют отпуск на море, но как правильно оформить договоры с туристической фирмой? Советы юриста помогут вам избежать неприятностей на отдыхе. Отдых на воде. Как управлять гидроскутером? Продолжим рассказывать о популярных видах летнего отдыха. А в Ленском районе завершилась краеведческая экспедиция по стопам просветителей из Сибири. Наши коллеги встретились с участниками экспедиции и расскажут нам самые первые подробности. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям, присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, а также делитесь планами на эту неделю. Ну а по традиции наш эфир мы начинаем с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах столбик термометра зафиксировал 21-23 градуса со знаком плюс. В заречной группе 18-24 выше 0. В это утро в южных районах в Алдане плюс 16, в Нерюнгри плюс 18. В Вилюйской группе от 15 до 17 тепла, в Нижнеленских от 17 до 22 градусов со знаком плюс. В западных 9-17 тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро прохладно в Черском, плюс 4 градуса. И плюс 16 в Уснере. В Янских от 9 до 12, на северо-западе от 5 до 9 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 22 градуса со знаком плюс. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают день без осадков. Ветер юго-восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 33-35 градусов тепла. Каждый день в истории – это события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты и интересные факты. Чтобы узнать хронику событий, вам нужно смотреть нашу ежедневную рубрику «Даты и события». На календаре 18 июля. Сегодня отмечают День создания органов государственного пожарного надзора в России, Международный день Нельсона Манделы, День моря отмечают в Японии. По народному календарю сегодня отмечают Афанасьев день, месяцев праздник. На Руси на Афанасия вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц играет в небе. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая игра предвещала в хороший урожай. Если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. События в этот день. В этот день в 1964 году, в ночь с 18 на 19 июля, произошел один из самых страшных пожаров в истории Рима, известный как Великий пожар. Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Зарегистрирована компания Electronics, вскоре переименованная в Intel. В этот день был создан первый Тетрис. В этот день родились Роберт Гук, английский ученый, естествоиспытатель, изобретатель. Уильям Теккерей, английский писатель. Хендрик Лоренц, нидерландский физик-теоретик, нобелевский лауреат. Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма. Анна Тимирьева-Книпер, русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака. Ольга Списивцева, русская балерина. Андрей Громыко, советский государственный и политический деятель, дипломат. Хьюм Кронин, американский актер и сценарист. Нельсон Мандела, южноафриканский политик, президент ЮАР, нобелевский лауреат. Ричард Тоттенбаттон, американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор. Юрий Мазурок, советский оперный певец, баритон, народный артист Советского Союза. Евгений Евтушенко – советский российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер.
Хантер Томпсон – американский писатель и журналист, основатель «Гонза журналистики». Любовь Казарновская – советская и российская оперная певица, сопрано, профессор, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Афанасий, Василий, Геннадий, Сергей, Степан. Большое спортивное событие ожидает нас через несколько дней. В Владивостоке завершились подготовительные работы на объектах для проведения 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». В спортивных комплексах специально к масштабному событию проведены ремонтные работы. В эти дни идут последние приготовления. Современные корпуса ждут спортсменов. Здесь осуществляется уборка помещений, завершаются ремонтные работы, также оформляются сами объекты. Параллельно дирекция игр набирает и обучает временный персонал. А более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. Владимир Максимов, президент Международного комитета игр «Дети Азии». Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» начнутся уже совсем скоро. Они начнутся 27 июля и продлятся до 8 августа в Владивостоке. Около 2000 спортсменов разыграют медали в 19 видах спорта. Владивосток готов принять такое количество спортсменов и провести такое масштабное мероприятие? Ну, надо сказать, что за такой короткий срок, вы знаете, что объявлено было только в октябре 2021 года, об утверждении места проведения, проделана большая работа как администрации города, так и правительством Приморского края, конечно же, с поддержкой федеральных органов исполнительной власти. На сегодняшний день все места размещения готовы. 27 июля мы открываем деревню спортсменов, которая разместится в детском центре «Океан». 28-го будет открытие самих игр. Вот. Заезд участников, есть ранние заезды, там, с 25 числа уже первые команды будут заезжать в деревню спортсменов. В принципе, на сегодняшний день все готово. А сколько стран подтвердили свое участие в играх? Сегодня работа, надо сказать, она ежедневная, до сих пор, скажем так, продолжается, на то есть определенные моменты. Мы ожидаем участия порядка 15 стран. А готовы ли объекты спорта и инфраструктуры? И соответствуют ли они всем международным требованиям? 1 июля я сам принимал участие в контрольном объезде. И 23-24 числа по плану все объекты должны быть сданы уже, то есть подписаны акты аккредитации этих объектов. Проделана огромная работа. Те люди, кто сталкивался раньше со спортивными объектами Владивостока, увидят большую разницу, потому что проведена большая работа именно в части подготовки объектов, приобретения оборудования, инвентаря. Это то самое главное наследие, которое останется Владивостоку после игр. Полностью реконструирован, отремонтирован стадион «Динамо», который десятилетиями не ремонтировался. Я думаю, что это очень большое такое наследие, которое достанется жителям Приморского края, детям для занятия физической культурой и спортом в дальнейшем. Приморский край как раз-таки на правах организатора, они предложили включить в программу 2 новых дополнительных вида спорта, такие как бадминтон и танцевальный спорт, дисциплина брейкинг. Кроме этого, еще добавили дисциплину плавания на открытой воде. По виду спорта спортивная борьба и греко-римская борьба, верно? Да, все эти перечисленные виды спорта и дисциплины были включены. Но надо сказать, что нашим решением Международного комитета в последующем дисциплина плавания на открытой воде была исключена. На то был ряд причин. В первую очередь, это, конечно, санитарно-эпидемиологическая безопасность участников игр. Взвесили, проверили все данные, соответственно, мы приняли решение и направили свое решение в Организационный комитет. На сегодняшний день этой дисциплины нет у нас. То, что касается греко-римской борьбы, мы все знаем, что на Олимпийских играх помимо вольной борьбы всегда есть классическая борьба. Федерация борьбы об этом обращалась уже года с 12-го, наверное, точно. В этом году попробовали включить, посмотрим, если будет достаточное количество участников, достаточное количество регионов
регионов и стран, то вполне вероятно, что данная дисциплина войдет в основную программу игр на последующие игры в 2024 году и так далее. Вот то, что касается брейк-данса, да, это сегодня олимпийский вид спорта, как мы все знаем. Вот, первые соревнования в рамках Олимпиады прошли в 2018 году на юношеских олимпийских играх. Надо сказать, что первым в истории, хоть и юношеским, но олимпийским чемпионом стал представитель России. Вот, поэтому я думаю, что будет интересно. Это популярный вид спорта на сегодняшний день в мире, но он давно уже как бы популяризируется. И у нас в республике очень сильно развивался, развивается. Я надеюсь, что зрителям понравится. Но вообще Дети Азии называют детские Олимпийские игры. Это для каждого юного спортсмена шанс показать себя, во-первых, свое мастерство, добиться успехов, а также это его путь в большой спорт. Что бы вы хотели пожелать участникам сборной Якутии? Ну и участникам сборной Якутии, вообще в целом всем спортсменам я бы хотел пожелать. Самое главное — это не волноваться, настроиться, а делать все то, что ваши тренеры давали вам на тренировках. Вот. Есть такое выражение, что выйди и выступи как на тренировке, да? То есть, потому что чрезмерное волнение, оно тоже может сыграть плохую шутку. Поэтому самое главное, я всегда желаю участникам дружить, знакомиться с детьми, потому что сверстники с разных стран, с разных регионов. Это начало дружбы, как и игры в целом. Это начало будущих побед, поэтому получить максимум удовольствия от участия в играх, потому что и в центре «Океан» предусмотрена большая культурная программа, экскурсионная программа, познакомиться с регионом, познакомиться с друзьями. Здесь такой... Дети Азии — это не только спорт, это в большей степени, наверное, вот межкультурные отношения, взаимные знакомства и продолжение дружбы, потому что все для этого и делается, идея игр заключается в большей степени в этом. Ну да, много лет слоган Детей Азии был «От дружбы в спорту к миру на земле». Да. Владимир Владимирович, большое вам спасибо за такую интересную беседу, за то, что в это утро вы нашли время прийти к нам, рассказать нам обо всем этом подробнее. Ну а нашим спортсменам мы, конечно же, желаем дальнейших успехов. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных. Документом, в частности, предусматривается, что третьи лица смогут получить персональные данные из Единого государственного реестра недвижимости только с согласия самого субъекта данных. Согласно закону, при открытии данных в ЕГРН одновременно раскрываются сведения обо всех предыдущих собственниках. Если же данные о собственнике закрыты, то их можно получить только по запросу нотариуса, который действует на основании письменного заявления для защиты прав и законных интересов заинтересованного лица. Стоимость этой услуги с учетом доп. Работ не должна быть выше 450 рублей. Тем временем Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимые продукты. В этот перечень входит хлеб, молоко, сахар и так далее. Об этом сообщил Минглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, прогнозы зарубежных экспертов о том, что Россию якобы ждет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались. Глава Якутии Сэн Николаев встретился с участниками 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, в этом году соревнования пройдут в городе Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Представлять республику поедут более 120 юных якутян, 50 тренеров и 18 представителей. Руководитель региона поздравил спортсменов и сказал напутственные слова, а также передал единую спортивную форму капитану сборной команды Анатолию Иванову. В
школы зачислили уже более 100 тысяч первоклассников, записавшихся через портал госуслуги. К сервису подключили 69 регионов. С 1 апреля по 30 июня можно было подать заявление в школу по месту регистрации. С 6 июля по 5 сентября заявление можно подать в любую другую школу не по месту регистрации. Ребенка зачислят, если в учебном заведении еще остались свободные места. После подачи онлайн-заявления нужно предоставить оригиналы документов в школу. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на госуслугах. Фестиваль японской культуры «Химавари» собрал сотни якутян в Якутске. Для гостей организовали обширную развлекательную программу. Танцевальные выступления, интерактивы, ярмарку хендмейда, аллею авторов, конкурсы косплея и рисунков. Победителям вручили ценные призы. В мероприятии приняло участие более 300 любителей культуры страны восходящего солнца. Это, получается, уже 8-й фестиваль. Раньше он был ежегодным, проводился 7 лет подряд. И перестали его проводить в 2014 году. И вот, получается, я с командой решили возродить. Давно хотели, планировали, и получилось только сейчас. Мы вообще не ожидали такой большой охват. Мы думали, что людей будет поменьше, возможно, поэтому немножко находимся в панике. Мы впервые проводим такой формат. Американские ученые вывели формулу идеального отпуска. По их мнению, отпуск надо разделить на 4 части. Неделю провести на Мальдивах, неделю отдохнуть в Испании, неделю попутешествовать по Англии или Франции и неделю посвятить пляжному отдыху. Исследователи утверждают, что такой отдых позволяет получить намного больше положительных эмоций и впечатлений, чем отпуск длиной в 1 месяц, проведенный в одном месте. Поэтому ученые советуют взять отпуск 4 раза в год по 1 неделе и провести его в разных местах. Мы тоже провели опрос среди наших телезрителей. Наверное, все-таки на море, потому что отдыхаем мы только у реки, у воды. А чтобы с пользой для дела, я, наверное, думаю, какие-то исторические места. В Санкт-Петербурге. Идеальный отпуск, конечно, это когда выезжаешь на природу, в родные места или края родные. Отпуск идеальный. Вот для меня вот сейчас тюленей лежать и ничего не делать. Вот, наверное, такой. А у тебя, Татьяна Александровна? Утром активный, а вечером с книжкой. Отпуск в деревне. И что вы будете делать в деревне? Сено косить, помогать родственникам. Отпуск для меня это, скорее всего, такое, знаете, более спокойное времяпровождение дома. Вот опять-таки, потому что дома в любом случае времяпровождение дома, оно все-таки не зависит от погоды на улице. И даже в том случае, если вот на улице, как сегодня, будет более жарко, скажем даже, чем сегодня погода, то это особо никак не повлияет на, опять-таки, мое времяпровождение дома. Мне бы было приятно провести лето во дворе с друзьями на турниках. Лето – пора отпусков. Страницы разнообразных изданий круглый год пестрят заманчивой информацией о разнообразных туристических турах. Но как заключить договор о приобретении туристической путевки, чтобы потом не было мучительно больно за безвозвратно испорченный отдых? Советы юриста помогут вам разобраться в этом. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня разговор о отдыхе и его правовом основании. Конечно, зачастую отдых проходит хорошо, и мы даже не задумываемся, где же этот договор об организации туристического отдыха. Да? Но нужно быть внимательным, особенно при выборе самого турагентства и, в частности, туроператора, потому что агентство обращается к туроператорам, и желательно, чтобы это были какие-то крупные организации. Почему? Потому что ежегодно, получается, туроператор обязан в ассоциацию турпомощи произвести отчисления, а также застраховать свою ответственность в страховых компаниях. Открываем договор и смотрим. Так, вот у нас турфирма. Далее у нас идет туроператор. Какой же туроператор? Посмотрели его ИНН, можно даже сейчас воспользоваться свободными сетевыми базами данных, в частности, картотека арбитражных дел всегда доступна. Вводим ИНН компании, смотрим, сколько у нее судебных, нет ли в отношении нее банкротства. Если все нет, все отлично. Да? Продолжаем заключение договора с этой компанией.
И вы находитесь уже на отдыхе и узнали, что ваша компания обанкротилась и при этом не оплатила дальнейшее пребывание в гостинице, а также авиабилеты для возвращения в Российскую Федерацию, вы немедленно обращаетесь в ассоциацию турпомощи, да, или в Ростуризм. Пишите, вы за свой счет продолжаете отдых, сохраняете все чеки, все документы и в последующем предъявляете эти расходы также, получается, в страховую компанию для возмещения и возврата вам денежных средств за испорченный отдых. Если у вас нет денежных средств, чтобы продолжить отдых, вам должны обеспечить какое-то пребывание и дальнейший, получается, вывоз из страны пребывания, если речь идет о том, что находитесь за рубежом. Вы турист, который по полному пакету, да, то есть отдыхаете полностью по пакету, все включено, где у вас были предусмотрены и авиабилеты, и пребывание в гостинице, то это ассоциация турпомощи. Если же вы отдыхали самостоятельно и через турагентство приобретали только билеты, то вам нужно именно в Ростуризм для того, чтобы вас силами МЧС перевезли на территорию Российской Федерации. Если банкротство наступило до момента выезда на отдых, то претензии мы можем предъявить именно с момента, когда должен был начаться наш отдых. То есть, если вы, правда, сильно переживаете, туроператор вам не знаком, вы с ним раньше не встречались, никаких договоров не подписывали, положительного опыта у вас не было. Да? Вы вроде бы его проверили по всем доступным каналам, то есть и на сайте судов, и информацию от других пользователей, все хорошо, но все равно переживаете. Не переживайте, можно сделать следующим образом. У вас должны быть указаны контактные данные, то есть какая у вас авиакомпания. Вы можете туда позвонить и уточнить, забронированы ли на ваше имя билеты, оплачены ли, все ли хорошо. Вы также можете обратиться к администрации гостиницы и уточнить, получили ли они денежные средства, оплачено ли бронирование номеров, все ли хорошо. Получаете также, что да, мы все получили, все за вами забронировано, мы вас ждем. И спокойно едете отдыхать. Лето для многих из нас ассоциируется с купальным сезоном. И вот уже не первый выпуск мы рассказываем о том, какие виды отдыха на воде доступны жителям Якутска. Сегодня мы расскажем вам про гидроскутеры. Плавание с использованием подводного буксировщика с мотором представляет собой настоящее приключение. Устройства данной категории дают существенный выигрыш в скорости перемещения. Использование достаточно простое и подойдет даже для детей от 12 лет. Для начала можно попробовать плавание в прибрежной зоне. После того, как появится навык и уверенность, можно смело практиковать погружение. Это гидроскутер, с ним плавают под водой, используют для рыбалки. Охоты на рыбалке, скажем, под водой, чтобы плавать рыбу, хватать. Возрастных ограничений нету, в принципе. Желательно где-то вот так, чтобы руки крепкие были, чтобы его можно было держать. Буксировщик подводный имеет вид миниатюрной торпеды, приводится в действие электродвигателем. В задней части конструкции имеется грибной винт. По обеим сторонам на корпусе содержатся рукояти. На них находятся кнопки для запуска и остановки мотора. Кнопки удобно нажимать даже в таком случае, если руки облачены в довольно толстые резиновые перчатки. Здесь есть две скорости. Вторая нам не понадобится, потому что она ускоряется очень сильно. Есть вот такая первая. То есть, в принципе, нажатием лопасти начинает крутиться, и, наверное, за счет этого и происходит движение. Как вы можете видеть, она такой торпедальной, обтекаемой формы, что как раз-таки поможет нам рассекать волны и вообще перемещаться по воде. Если углубиться в историю, то такие скутеры были разработаны в 60-х годах как раз-таки военными инженерами. Сейчас это уже отходит, то есть это используют больше для развлечения, то есть это могут быть просто прогулки по воде. Также это используется в дайвинге. Кстати, Жак Ив Кусто очень часто использовал такой гидроскутер как раз-таки для исследования морского дна. То есть и благодаря этому мы видели очень много интересных открытий и, конечно же, красивых кадров. Перед началом погружения пловец опускает оборудование для дайвинга под воду. Затем принимает горизонтальное положение и хватается за рукояти устройства. Далее происходит запуск двигателя нажатием соответствующих кнопок. Аппарат начинает буксировать дайвера, а изменение направления движения осуществляется тягой за все те же рукоятки. Так, утопить и газ. О, я поняла! Я поняла, как это работает. Вот сейчас как-то более комфортно. О, так он и разгоняться
Плюсы применения электробуксировщика очевидны. Дайвер использует меньше энергии и преодолевает большие расстояния под водой. А в ходе одного погружения можно увидеть намного больше, чем это происходит при заплывах со стандартным набором оборудования. Полина Долинская, Семен Афанасьев, Якутск. Тыква – самый крупный овощ, выращиваемый на огороде. В тыкве содержится большое количество полезных веществ и витаминов. Широко используют тыкву в кулинарии для приготовления различных блюд и заготовок на зиму. Сегодня наша коллега Юлия Михайлова съездила в гости к опытной огороднице Маргарите Карповой, которая рассказала о способах их посадки. Я очень люблю тыкву кушать в кашах, люблю из нее варенье, поэтому ни разу ничего не обходится у меня никакой год без тыквы. Обязательно высаживаю тыквы. Вот это вот крупноплодная тыква. Веду ее в одну плеть. Часто спрашивают, что тут с ней делать, чтобы плоды у нее выросли крупные. Чтобы плод вырос крупный, вот он конкретно растет. Вот этот плод. Дальше уже нет смысла вот эти плоды держать. Мы их просто будем безжалостно отрывать и прищипывать верхушку. На одной плете сколько плодов должно быть? Если хотите хороший большой плод, лучше его оставить один. Я вот этот еще оставлю, посмотрю. И все. Теперь под него надо обязательно ложить, чтобы он не в траве лежал, чтобы он был не мокрый. Он загниет, если будет мокрый. Вот эти вот верхушечки лучше убрать, потому что что можно класть? Дощечку? Дощечку ложить, из решетки что-то, чтобы вода там не копилась на ней. Наклонно ее положить, чтобы она так... Вот эту вот верхушечку, цветочек вот этот лучше убирать. Потому что погода сырая, и он начинает загнивать, и начинается загнивание плодов. У меня вот тут лежит старая труба, я ложу пока на трубу его. Лежит у меня вот, с нее-то конкретно стекает все. Тыква, я сажу ее довольно поздно, я где-то ее в середине апреля семенами начинаю заниматься. Но она тоже, в отличие от кабачков, несколько холодостойкая, можно посадить ее чуть пораньше и высадить пораньше. Вот на эту грядку у меня тут постоянно с помидорами она растет. Нет, и все на ней лишнее тоже так же обрываешь, никаких пасынков, никаких боковых плетей. А так же, как в арбузы идет, больше фосфора и больше калия. Каждые 7 дней или каждые 10 дней? Каждые 10 дней туда добавляешь. А сколько вы тыкв высаживаете? Вот примерно 4, 5? Каждый год по-разному. Тут у меня сейчас сидит, наверное, штук 6 их. Там вот мелкоплодные есть, они маленькие, и сами плети короткие, и плоды немножко другие. Там плоды будут килограмма, наверное, по 1,5. Порционная называется. Тут он верхушку на суп, случайно оторвали. На кашу. Сейчас придется, да, на супы. Знаешь, что-то суп мне не очень нравится, но я люблю пшенную кашу. В Челябинском приюте для диких животных и птиц «Спаси меня» кошка усыновила маленького суриката. По словам руководителя приюта Карена Далакяна, малыш-сурикат его принес молодой человек, который оказался не готов к содержанию экзотического зверя. Кошка после тяжелой беременности и потери котят признала маленького гостя из Африки за родного. Далакян отметил, что приемная мать постоянно оберегает суриката, который так и норовит познакомиться поближе с крупными животными приюта. Выносим на прогулки, конечно, пока на поводке, потому что это любопытный хулиган, он своим носом лезет ко всем. А у нас тут хищники живут, дикие и другие животные, которые готовы охотиться. Вот. И вы бы видели, как она бегает за ним, как она ищет своего ребенка, зовет. Ну, похоже, они уже понимают друг друга язык. Получается, что у нас вот такая вот идиллия любви. Вот, конечно, кошка так криво смотрит, когда этот жует мадагаскарских тараканов. Вот, что ты, ребенок, ешь, да. Но в любом случае она не перестает ухаживать за этим ребенком. Пока сурикат во дворе, где есть еще другие животные, гуляет он пока на поводке. Однако, несмотря на различия между мамой и сыном, эту семью, по словам руководителя приюта, можно назвать счастливой. Специалисты центра даже в шутку называют эту пару «сурикот». Ну, что творить, да? А вы верите в гороскопы? Кстати, согласно психологам, люди чаще отказываются верить в гороскопы, когда им звезды пророчат что-то плохое или неприятное. Ну а когда по прогнозу удача, выигрыш, то хочется верить, что все это непременно сбудется. Ведь мы сами себя программируем на успех. Что сулят звезды на эту новую неделю, об этом узнаем прямо сейчас.
Овны. Эта неделя не время для проявления творческого потенциала. В работе вас ждет успех, который сулит большие достижения. Вам придется взять ответственность, которая заставит выкладываться на все 100, но результат будет благоприятным и финансово ощутимым. Тельцы. Многим тельцам эта неделя принесет благоприятные перемены. Без особенных усилий ситуации будут поворачиваться в вашу пользу, а проблемы решаться сами собой. В личной жизни получится реализовать далеко не все благие намерения. Близнецы. Многие представители близнецов будут устремлены в прошлое. Ностальгия, воспоминания о прошедших чувствах, забытые желания заставят пересмотреть часть своей настоящей жизни и даже внести в нее некие коррективы. Возможно, будет предпринята попытка посетить какие-то памятные места, встретиться с давно забытыми друзьями. Раки. В целом неделя будет насыщенной и разнообразной на события и эмоции. Июль традиционно включает новый период в жизни раков, подводя итоги прошлого года и ставя новые задачи. Здоровье не принесет проблем, а в семейной или личной жизни, наоборот, придется решать назревшие недопонимания. Львы. Львы найдут выход из сложных и запутанных ситуаций. Появятся новые перспективы и возможность избежать опасности. Свободные от отношения львы начнут активно пересматривать свои жизненные установки относительно семейной жизни. Кто-то даже решится связать себя узами брака. Рекомендуется воздержаться от высказывания своего мнения в адрес руководства. Девы. Потребуется воля и выносливость, чтобы довести до конца начатые когда-то важные дела. Иногда вам будет казаться, что груз ответственности слишком велик и захочется его сбросить, забыв о его последствиях. Но делать этого не стоит. Начинать новые дела в этот период тоже не рекомендуется. В работе и профессии появятся очень интересные, а самое главное – реальные перспективы. Весы. Для весов актуальным на этой неделе станут вопросы этики, обучения и участия в мероприятиях. Тех, кто вышел из отношений, ждет период эмоционального восстановления и перспектива новой встречи. В сфере работы и финансов достаточно благоприятные тенденции и новые идеи. Скорпионы. Для скорпионов неделя принесет много ситуаций, связанных с проявлением личной ответственности и выполнением данных ранее обещаний. Желательно также не связывать себя новыми обязательствами в этот период. Работа и финансы не принесут проблем, а коллеги порадуют. Стрельцы. Не стоит тратить энергию и эмоции на то, что невозможно получить прямо сейчас. Вспомните о терпении и порадуйте себя прогулкой на природе. Семейные стрельцы, скорее всего, проявят некую легкомысленность в плане бюджета. Могут быть спонтанные и ненужные траты. Козероги. Козероги ощутят непривычное желание помедитировать, отвлечься от земных проблем и забот и погрузиться в мир эзотерики, тайн и мистики. Впрочем, это не помешает им достаточно жестко и уверенно решать профессиональные проблемы, добиваться выполнения своих указаний и пресекать любые попытки бунта в коллективе. Водолеи. На этой неделе вы можете проявлять вспыльчивость, эмоциональную нестабильность и неудовлетворенность. Этот период нужно просто пережить, и поможет в этом спокойный и надежный партнер как по бизнесу, так и в браке. Профессии и финансы сильно не пострадают, так как в профессиональном плане водолеи смогут вынести на первый план логику и свой интеллект. Рыбы. Могут активизироваться бессознательные эмоциональные реакции на происходящие события, объяснить которые ни себе, ни окружающим рыбы не смогут. В семейной жизни наступит некое спокойствие, но до полной гармонии будет далеко. Работа принесет заслуженные честным и ответственным трудом вознаграждение. В Ленск вернулась группа ребят, которая в течение 20 дней находилась в историко-краеведческой экспедиции. Маршрут начался с Иркутской области, с реки Киренга. Участники экспедиции, школьники, все это время занимались изучением историко-культурного наследия родного края. Как прошла экспедиция и что нового узнали из нее ребята, расскажет Светлана Валеева. Вот так осторожно, не спеша, подплыли к берегу. Уставшие, сгоревшие, но счастливые. Сходу делятся впечатлениями с встречающими на берегу родителями. Многие из ребят впервые такой долгий срок, да еще и в походных условиях, были вдали от дома. Мама одной из участниц экспедиции рассказывает, что эта поездка далась очень нелегко всей семье. У нас ребенок домашний, вот, как-то скептически были настроены. Ну вот она настояла, поехала, переживали очень сильно, но она
по возможности, где была связь, она, конечно, с нами связывалась, сообщала, фотографии отправляла. Конечно, мы переживали, очень сильно ждали. У нас вот первый раз, что вот мы ее настолько долго отпустили, что она без нас, очень переживали. По итогам довольна и дочка, и родители. Экспедиция проходила 21 день, была очень насыщенной и сложной. Началась она с Киринской области. Анна Максимова рассказывает, что экскурсии, проводимые местными жителями, и их рассказы про забытые места и старые заброшенные храмы очень понравились и запомнились навсегда. Увидела очень много нового, закаты, рассветы, все это. Природа новая, деревни новые, всякие кресты мы для себя открыли, храмы. Оказывается, заброшенных храмов очень-очень много, заброшенных деревень тоже очень-очень много. Все очень-очень интересно. Много нового и интересного открыла для себя и Екатерина Чугуевская. Мы исследовали новые заброшенные, иногда не совсем деревни. В принципе, виды очень красивые. Киринга и Лена — это просто очень прикольные реки. Там в каких-то деревнях уже нет церквей, там стоят всякие кресты. Мы измеряли даже один раз. По пути следования команда останавливалась во всех встречаемых населенных пунктах. Рядом с ними мальчики разбивали лагерь, устанавливали палаточный городок. Вся тяжелая работа, конечно, была на них. А вот девочки занимались приготовлением пищи на костре. Погода в этом году, рассказывает Анатолий Астафьев, была все 3 недели плохая. Каждый день лил сильный дождь и дул ветер. В ураган мы попадали, шторма были. Но группа очень достойно со всеми справилась. Мы там умудрялись ставить палатки во время таких проливных ливней, добывать дрова, сушиться, там, готовить себе еду и так далее. Ребята все не роптали, все достойно вынесли все эти испытания. Взрослые участники горды за своих воспитанников и рады, что ребята не разочаровались, а наоборот загорелись желанием и в следующем году снова попасть в ряды участников экспедиции. В этом году в составе группы было 18 человек. 6 из них – это взрослые педагоги, организаторы и руководитель. Сплавлялись путешественники на 3 лодках. Был и катамаран. Ну и в ковчег, на котором мы продукты, вещи, бензин перевозим. Мы такими длительными нашими экспедициями выработали именно такой самый оптимальный ритм движения, потому что в лодках вещей нету, лодки легкие, безопасные. И на катамаране много груза можно с собой брать. Руководитель экспедиции рассказывает, что их группа на 4 суднах вызывала большой интерес у всех встречающихся по маршруту следования людей. Суда большие обязательно нам сигналы подавали, махали там. Лодки все проезжали, все так с удивлением смотрели на всю нашу экспедицию. Мы так достойно несли. Флаг Ленского района у нас висел. И, конечно же, традиционно мы не могли не поинтересоваться у руководителя Возрождения, есть ли планы, идеи на следующую экспедицию. Может, придуман и новый маршрут? Слушайте, у меня сейчас такое ощущение, что я больше никогда не пойду, я устал. Знаете, я уже не молодой человек, и я считайте, сколько, 25 дней подряд спал в лодке. Я сейчас хочу отдохнуть. У меня сейчас такое ощущение, что я больше не буду ходить. Экспедиция завершилась, но впереди еще много интересного. Так, в скором времени по ее итогам в Ленске состоятся большие мероприятия с участием ученых из города Иркутск, с которыми у ребят состоялось знакомство во время путешествия. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Двигаемся далее, друзья, и в нашей студии замечательные гости. Наталья Николаева, живописец, член Союза художников России, заместитель председателя Союза художников Якутии, доцент кафедры живописи и графики Арктического института, а также Елена Васильева, куратор выставочных проектов Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам о выставке. Это масштабное мероприятие. Расскажите, где оно происходит, как вам удалось организовать такое событие культурное? Выставка называется «Копи смех к зиме», и она открылась 28 июня в Московском музее современного искусства. И организована она фондом поддержки современного искусства Якутии «Аяр-Кут». И на самом деле это потрясающе, то, что появился на самом деле фонд у нас в Якутии благодаря инициативе нашей соотечественницы Надежды Зиновской и Арсена Томского. И вот благодаря взаимодействию фонда и Московского музея получилась такая выставка. Выставка проходит в Москве. Да. И в прошлом году как раз приезжали с помощью Аяр-Кут этого фонда кураторы, тот же Александр Белонари и с винзавода, с гаража, и рассмотрели наши работы
по мастерским. И вот в чем, так сказать, впервые вот такое событие произошло, что это именно вот для художников, потому что это именно кураторская выставка. Там это полностью вот Елена и Александр Баланарь, они создали концепцию, под которую подбирали работы, потому что вообще традиционно делается, художник приносит свои работы, это как бы так, я художник, я так вижу, да? А в этом случае это было совершенно по-другому. То есть была выражена определенная концепция, строго которой вот это все произошло. А вот это вот название выставки «Копи смех к зиме», она как-то входит в эту концепцию, и в чем она заключается? Да, это название, оно как-то родилось очень органично, на самом деле, из строк стихотворения Глеба Габаева, молодого поэта, которые были услышаны нами в фильме Светланы Романовой, молодого видеохудожника, режиссера. И это стало, можно сказать, таким сосредоточием этой концепции, потому что это про накопление радости, эмоционального капитала, и вот то, как распределилась как бы сама основная часть концепции, это поколенческая тема 3 поколений и молодости, да, то есть того периода, когда художник формируется как художник, и того периода, когда работала потрясающая группа «Узкий взгляд», которую представляет Наталья Васильевна. И это тоже вот для нашего искусства, вот того искусства, которое сейчас, да, это вот период как такой очень веселой, веселой творческой свободы. Это было в начале 2000-х. У меня сейчас вышла статья в журнале «Изобразительное искусство. Урал-Сибирь, Дальний Восток» при Академии художеств, Сибирской Академии художеств. И вот там я как раз рассказываю о нашей группе, о тех выставках неформального искусства, которые проходили в начале 2000-х. Это у нас где-то был период 10 лет с 2000 по 2011 год. А потом, как-то вот время сдвинулось, сейчас вот появилась новая генерация художников, очень интересных, и Лена, как куратор, очень, так сказать, кстати, она моя ученица, и она так начала очень интересно продвигать современное искусство. А вот какие авторы представлены на выставке? Выставка получилась, с одной стороны, очень камерная, но, с другой стороны, очень обширная по составу. И вот группу «Узкий взгляд» представили Наталья Николаева, Ольга Скорикова, председатель Союза художников Якутии, и Анна Петрова. Также группа «Архетип» — это такой большой состав, я не смогу сейчас всех перечислить. И художники 3-го поколения, как мы назвали их, нашего, молодые художники: Александр Иннокентьев, Джулиана Семенова, Сардана Хохолова, Светлана Романова. То есть это художники, которые работают с новыми формами, с медиаискусством, с такими концептуальными очень медиа-произведениями. А вот какие сейчас процессы проходят как раз-таки в искусстве Якутии? В искусстве Якутии, конечно, все очень разнообразно. Во-первых, конечно, очень сильна традиционная школа. Это такая вот классическая академическая школа живописи, графики, скульптуры там. И, конечно, как всегда, очень сильны прикладные искусства, декоративно-прикладное искусство. Но в связи развивается вот современное искусство. В принципе, вот время, оно меняется постоянно, да, и художник должен ему соответствовать все-таки. И мы живем не в том времени, допустим, когда я родилась, да, даже не в 2000-х годах, а уже в каком-то другом времени, когда все это уплотняется, убыстряется, когда все становится немножко таким
очень динамичным, да, и появляются цифровые искусства, которые, допустим, я не очень разбираюсь в компьютерах, поэтому, ну, я не разбираюсь в этом. И мне это нравится, конечно, смотреть, очень интересно. Допустим, вот тоже в Москве проходила выставка Виолы, это, ну, совершенный какой-то цифровой такой вот модернизм, который вот очень, так сказать, ну, как сказать, очень глубокий и имеет очень большую смысловую нагрузку. И сейчас я как понимаю, что искусство прежде всего должно быть интересным не только для глаза, но и для ума. А какие уже есть отзывы московских зрителей? Ну, на самом деле мы приятно удивлены, потому что, ну, Московский музей современного искусства — это не одна площадка, это целая сеть филиалов, и это очень большая институция, государственной институции. И работать с ними на партнерских условиях, тем более от нашего центра, Центра культуры и современного искусства Гагарина, я представляла нашу команду, и работать с коллегами было очень интересно, и пиар-служба музея прекрасно работает с обратной связью, вышло очень много публикаций, и, что приятно, есть такой традиционный, очень милый формат книга отзывов. Да? Она постепенно уходит, как будто бы из музеев, из центров современного искусства, но мы попросили, чтобы вот эта книга была, для того, чтобы понять, какие ощущения, какой эмоциональный отклик есть от выставки. И очень такие вдохновляющие отзывы оставляют зрители. На открытии было очень много представителей, как и институции современного искусства в Москве, и наших земляков, и ваших коллег, да, представителей СМИ. Это было очень приятно. И я очень надеюсь, что и якутская публика тоже оценит, посещая Москву в эти дни. Елена, Наталья, большое вам спасибо. Мы, конечно же, желаем вам дальнейших успехов, но и побольше таких интересных проектов. Спасибо большое. Двигаемся далее. Уроженка Нерюнгри Надежда Батоева стала примой-балериной Мариинского театра. Родилась Надежда Батоева в Нерюнгре, обучалась в Академии русского балета имени Вагановой в классе профессора Людмилы Сафроновой. После выпуска в 2009 году служит в Мариинском театре. За годы своей службы она исполнила главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». В роли Китри она неизменно демонстрирует темперамент и технику. В образе Жизели, Авроры и «Спящей красавицы» и Адетты в «Лебедином озере» покоряет зрительские сердца своей нежностью. О других новостях расскажут мои коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. По словам замминистра экологии Якутии Андрея Коноплева, благодаря просветительской работе среди населения о недопустимости сельхозпалов удалось избежать большого числа лесных пожаров. Конечно, в ряде мест наблюдались несанкционированные палы, но по сравнению с прошлым годом их в десятки раз меньше, отметил он. Сегодня свыше 180 протоколов о нарушении пожарной безопасности на территории лесного фонда составлены государственными лесными инспекторами. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. К слову, с введением чрезвычайной ситуации штрафные санкции удваиваются. Так что будьте осторожны с огнем и без острой необходимости не выезжайте в лес. Более 100 российских вузов смогут в начале следующего учебного года размещать свои онлайн-курсы на сервисе «Российская образовательная платформа». Они смогут переносить свои курсы на платформу и интегрировать их в каталог, если контент уже размещен на платформах сторонних организаций. Платформа обеспечивает монетизацию контента, а также стимулирует создание новых курсов. Одной из основных ее задач станет массовое переобучение. Ожидается, что одним из главных направлений курсов станут новые технологии. Память воинов-якутян, которые сражались в Великой Отечественной войне, почтили наши земляки. Настоящий десант высадился в Тверской области, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные сражения и погибло больше 1 миллиона советских бойцов. Основу делегации составили студенты дальневосточной смены патриотического лагеря поисковиков имени Федора Охлопкова под Оржевом. Ребята посетили памятник советскому солдату, возложили цветы к мемориалу воинам-якутянам в деревне Филькино, стали участниками других торжественных мероприятий и побывали в
знаковых местах для истории России. Да, это очень странное ощущение, когда идешь с опытным поисковиком, и он рассказывает, что тут были копы, видишь много гильз. Мы были на экскурсии на Бородинском поле, и там смотришь, оно такое чистое, красивое, и даже невозможно представить, что когда-то там была война. В Вилюйске подвели итоги республиканского фестиваля молодежи «Табыс». На протяжении 3 дней более 700 молодых людей соревновались в спортивных, деловых и творческих конкурсах. У Вилюйского района двойная победа. Он стал лучшим среди муниципальных районов и среди организаций. Абсолютным победителем фестиваля молодежи «Табыс» и обладателем главного приза автомобиля УАЗ стал Вилюйский район. Вторым по итогам общекомандного зачета стал Мигино-Кангаласский район. Их приз – сертификат на 300 тысяч рублей. И почетное 3-е место занял город Якутск. Им вручили сертификат на 150 тысяч рублей. К этому часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Первая репетиция полета авиации ко Дню военно-морского флота прошла в Санкт-Петербурге. На этих кадрах можно увидеть подготовку к взлету, а также пролет военных вертолетов из кабины пилота. В тренировке приняли участие 20 единиц техники, включая самолеты, вертолеты, многофункциональные истребители и другие типы летательных аппаратов. Главный военно-морской парад пройдет 31 июля, в День военно-морского флота. Ну что, друзья, мы желаем вам доброго, легкого понедельника, 18 июля на календаре. Не теряйте ни один день этого лета. Наслаждайтесь каждым днем. Живите полной жизнью. Ну и, конечно же, начинайте утро правильно. Начинайте его вместе с программой «Утро Якутии» здесь, на телеканалах Якутия-24 и МВК «Саха».